Ингушский театр юного зрителя выиграл гран-при на 4-м международном фестивале детских камерных театров «Волшебный фонарик» в Санкт-Петербурге. Представили спектакль «Гадкий утенок» по мотивам сказки Андерсена в постановке Светланы Озерской. Об этом успехе сегодня расскажет гость студии новостей, народная артистка Ингушетии Лейла Хадзиева, главный режиссер ТЮЗа. Лейла, здравствуйте. Ну и давайте начнем непосредственно с самого конкурса. Что это за конкурс, фестиваль? Сколько еще коллективов принимали участие? Ну, надо отметить, что наш театр юного зрителя впервые побывал в Санкт-Петербурге. Мы очень ждали этой встречи. И, конечно, для нас это было очень ответственно. Ведь в этом году мы принимали участие в 25-м фестивале. Наш театр принимал участие в 25 юбилейных международных фестивалях. И отрадно, что этот фестиваль мы отпраздновали тем, что получили гран-при за наш спектакль «Гадкий утенок». Принимали участие в этом фестивале 10 коллективов с разных республик и, конечно, из-за рубежа, зарубежья. Но, тем не менее, хочу отметить, что мы играли в последний день, и, конечно, наша задача была сыграть так, что вот все спектакли вроде отсмотрели, и последний день играешь, конечно, это больше было ответственнее, чем другие, кто первый день, второй день, потому что понимаешь, что представители экспертного совета, театральные критики, которые сегодня состоят в экспертном совете «Золотой маски», преподаватели режиссуры там, театра кукол. Ну, очень было тревожно нам, но тем не менее наши ребята собрались, и мы сыграли на этой площадке. Нужно здесь отметить, что, как они сказали, что вы действительно герои, в каком плане. Здесь у нас площадка была большая, потому что сцена наша позволяет этого, а камерный театр – это, соответственно, маленькая сцена, почти в 2 раза меньше была. Вот костюмы, декорации, все надо да, уместить. все это нужно было нам настолько укомплектовать и распределить. И, конечно, и актерская работа. Там, где 7 актеров находятся сразу в действии и начинают спектакль. Очень волнительно было. И когда ребята уже на репетиции уже приспособились, да, как бы адаптировались к этой сцене, мы уже когда спектакль начался, я, конечно, вышла уже из зала, потому что смотреть не могу, потому что это очень волнительно, конечно, да, мягко скажем. Но первые аккорды спектакля, когда уже музыка зазвучала, открылся занавес, и все пошло как должно быть, ну, это было очень трогательно, потому что действительно вот актеры, которые сегодня играют в этом спектакле, они выложились, ну, если говорят на 100%, то они выложились здесь вот прям на 200%. Ведь это живой план, это большие маски на голове. Высота сцены позволяла только до 3 метров. Все это нужно было вместе с декорацией рассчитать, распределить свои силы, свои возможности. И в этом, конечно, ребята очень хорошо сориентировались и отработали. Кто был задействован над постановкой? И вообще, это классическая была версия или какие-то нюансы? Дело в том, что вот в этом году же в феврале была премьера. 2 года тому назад, когда мы были в Чебоксарах на фестивале, нам Дина Давлетшина, тоже театральный критик, она, увидев все время, она, ну как сказать, на фестивалях мы часто встречались, она говорит: Лейла, вот я вижу, говорит, режиссера, который бы вот сегодня, говорит, сделал бы вот такой замечательный спектакль для вас. Хочется, говорит, что-то вам доброе посоветовать. И она мне посоветовала Светлану Озерскую, мы связались с ней, она была в тот период очень занята. Действительно, этот режиссер, который в год там ставит 10 спектаклей и не успевает даже по приглашению, если вот так, не по плану как бы ее. Но она пошла навстречу, она спросила, какой театр, что бы вы хотели бы поставить. Ну, предложение мое, это, конечно, мне хотелось всегда поставить для наших
подростков, детей спектакль о том, что есть общество, которое принимает или не принимает того или иного ребенка, и как этому ребенку сегодня в этой ситуации выжить, и какими силами он должен обладать, чтобы действительно быть вот этой прекрасной лебедью. Ну, те задачи, которые были поставлены, она все освоила, но она сказала, я приеду со всей своей командой. Команда 7 человек. Здесь и художник, да, постановщик, здесь и композиторы, там, муж с женой Дарья и Вячеслав, хореограф Светлана Вакуленко, вообще, ну, удивительный человек, художник по свету, арт-дизайнер. Ну, вы знаете, здесь видеоинженер. Здесь была та команда, которая сегодня этот спектакль, они вот на профессиональном уровне выстроили его. Но мало выстроить, тут еще актеров подбор должен быть. И подбор, который сам режиссер, он приезжал чуть раньше, да, до постановки, он уже отобрал себе актеров. И когда уже приехал, она уже была готова к работе. И действительно, ребята быстро Вот в этом освоили. составе сколько у вас времени ушло на репетиции? За месяц поставили этот спектакль, но туда же входит и свет, и хореография, и все, что вот возможно было, техническая, материально-техническая часть. Но здесь надо отметить, что костюмы и все маски, которые в этом спектакле есть, Андрей Запорожский, наш художник, мы изготавливали в Санкт-Петербурге по его договору. Но это оказалось намного даже лучше, потому что все-таки столичные художники, они чувствуют по-другому, подбор материала, фактура, все это сработало. И когда уже обсуждали наш спектакль, а мы до этого, после каждого просмотра спектакля, экспертная комиссия, она обсуждает эти спектакли. Они уже распределили все места, все, и нам уже выступать. И после выступления они где-то полчаса стояли, долго нам аплодировали, потому что настолько это ярко было представлен этот спектакль, что других вариантов у них не было. И мы уже здесь поняли, что все-таки, ну, мы думали, лучший спектакль будет этого фестиваля. Но что гран-при, куда входит номинации «Лучший режиссер», «Лучший художник», «Лучший художник по костюмам», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший ансамбль», «Лучший дуэт». Вы представляете? И вот когда я даже сейчас говорю, я волнуюсь, мы поняли, что вот все это Полная победа. в комплексе, да, вот этот гран-при, и мы когда получили его, мы все настолько там возгласы такие были. Я сама даже заплакала, не знаю, как ребята, я актерам уже была благодарна за то, что они все-таки отработали, и мы впервые за все эти 30 лет существования театра получили гран-при. И вообще-то этот гран-при, он первый среди театров. Я думаю, что это будет хорошая дорога для других театров, именно обратиться в Санкт-Петербург, в Москву, куда бы ни поехали. Где-то в больших тоже городах нас знают, потому что мы почти во всех фестивалях участвуем международных. А здесь даже, когда ты уже имеешь вот обладателей такого приза, да, конечно, с нами связались наши эти театральные критики, которые рекомендовали нас, Светлане Озерской. Они уже нас рекомендовали другим фестивалям, и наша дорога фестивальная уже открывается. Думаю, что наш гадкий утенок, а мы его так прозвали, ингушский наш гадкий утенок, да, что он дорогу откроет многим театрам. Вот вы сами сейчас заметили, что уже много лет наблюдаете за юным зрителем. На ваш взгляд, сейчас много об этом говорят. Дети, они другие? Нужны какие-то особые сейчас инструменты, чтобы вызвать их эмоции? Или все-таки дети какими были, такими и остались? И здесь надо... Нет, дети выросли. Они в каком плане выросли? Если в 3 года можно было Машеньку и медведь показать им, да, там, или Красную шапку, то сегодня требования совершенно другие. Наши дети уже намного ушли вперед. Даже, я бы сказала, знаете как,
они в интеллектуальном плане намного развиты, чем были дети, которые мы смотрели мягкие мультики наши, да, и я пыталась там своим детям, даже дети, которые приходят в театр, ну, совершенно это уже, они преобразились в другую форму, но очень грамотную и умную. Наши дети видят спектакли, где есть заложена философия, а в нашем спектакле философия, и во всех почти спектаклях, которые мы ставим за последние 10 лет. И они думающие, после спектакля они... Вы это видите? Что они Конечно, мы же общаемся воспринимают? с ними, Мгм. они говорят, вот как даже он улетел или не улетел, ну как это было красиво, значит, у него есть мечта, которая вот воплотилась в этого лебедя и полетел. Они понимают, что не обязательно им показать, да, вот эту картиночку «Лебедь полетел», и он преобразился в красивое. Нет, он остался среди тех же людей, но вот его полет мечты, да, он уже улетел, и это значит, может быть, с каждым с нашим ребенком, если он будет мечтать, если он будет надеяться, если он найдет свою такую, знаете, красивую картиночку. Ну, конечно, жалко, что мало контакта бывает. Дети как, быстро со школы пришли на спектакль, посмотрели. Конечно, те любопытные детишки, они всегда остаются с нами, фотографируются. Но так как не позволяет, да, там школьный период, надо быстренько просмотрели, и они уходят. Ну, мы просим учителей, чтобы они пообсуждали, прислали свои рисунки. Проанализировали Да, то, что было. проанализировали, что происходит. Во всяком случае, мы вот последние перед фестивалем 3 спектакля играли, они, дети, не уходили. Их автобусы ждали, они все хотели поговорить с актерами, даже не столько уже с актерами, а дать понять, что им это все было интересно. Давайте сейчас для родителей, для более подросших детей скажем, на что еще можно в ближайшее время сходить, то есть афишу поделитесь, пожалуйста. Хочу обрадовать нашего зрителя и родителей. «Говорящий кувшин» у нас 7-8 ноября будет. Тоже спектакль поставила Лиля Шахова. Он очень интересный, музыкальный спектакль, кукольный. Добро пожаловать. Наши двери всегда открыты. Мы рады бываем встречи со зрителями. У нас мало того, что экскурсии проходят, у нас еще мастер-классы по желанию той или иной школы. Да, вот бывает, им хочется там мастер-класс, там, что провели в пошивочном цеху или там, где куклы наши изготавливают. Заранее договориться просто Да, в этом, у нас уже практикуется такая форма, ну, организации зрителя. Ну и, конечно, гран-при, обладатели гран-при, «Гадкий утенок» у нас планируется с 18 по 22 ноября. Пусть смотрят наши афиши, тюзри, в любое время заходите. И, ну и, конечно, по школам мы будем ездить. Пушкинская карта работает? Пушкинская карта, хочу сказать, что вот действительно, если бы не было пушкинской карты, наверное, скорее всего, зрителей так много бы и не было. А это способствует тому, что все-таки родители, сам учебный процесс, да, он затрачивает большие финансовые средства. А здесь, если уже государство помогает, почему бы не использовать этот вариант? И в связи с этим, конечно, Министерству образования большое спасибо, потому что они прилагают максимум усилий, чтобы они получали эти пушкинские карты и, конечно, реализовывались. Театр кукол сегодня только благодаря вот пушкинской карте вышел на такую хорошую дорогу. Зритель все прибавляется, прибавляется и прибавляется. Вот пусть он у вас прибавляется с каждым прекрасным вашим спектаклем. Еще раз поздравляем вас с этим успехом. Всего вам доброго и спасибо большое за это интервью. Ну, спасибо и вам. Я напомню, в новостной студии сегодня на наши вопросы отвечала Лейла Мгадзеева, главный режиссер театра юного зрителя, народная артистка Ингушетии. Мы говорили о полной победе, об успехе спектакля «Гадкий утенок» на международном фестивале детских камерных театров «Волшебный фонарик» в Санкт-Петербурге.